Рамазу 43 года, живет с пожилой матерью, не женат. Дни проводит за работой, дома и в поле. Старается успеть сделать как можно больше до захода солнца. С наступлением сумерек в горы приходит пронизывающий холод. Суровый климат, из посевов кукуруза да фасоль. Возможности заработать нет. Рамаз бы уехал, но не может оставить мать одну. Привезти в дом жену тоже не получается. В селе нет женщин на выданье. Дохода у меня никакого нет. У матери есть пенсия, но ее тратим на лекарства. Держимся за счет скотины, поросят да кур. Больше ничего. Проблем здесь много, и, возможно, я уже как-то свыкся. А вот те, кто младше меня, стараются отсюда уехать. И не только отсюда, из соседних сел района тоже. О переезде задумывается Каха, сосед Рамаза. Ему 27 лет, тоже не женат. Правда, пока не решил, куда податься. Хотелось бы в город, возможно, в столицу, но и там устроиться непросто, да и пока негде. Оставаться здесь постоянно невозможно. Тут неподходящие условия. А молодому человеку нужно совсем другое, особенно трудно зимой. Здесь выпадает большой снег, расчищаешь дорогу даже до калитки. Ухаживаешь за скотиной, больше ничего не делаешь. Зимой из-за большого снега дорога в село зачастую закрыта. При этом в Цахе нет ни собственного медпункта, ни магазина. Нет стационарной телефонной связи. Когда-то здесь была школа, но она закрылась лет 15 тому назад. Сельский глава Фридон Сохадзе – один из немногих женатых местных мужчин. Из тех 22 человек, которые здесь остаются, 80% старики. Фактически они не могут работать. Остальные 20% молодые. Семей у них нет, детей нет, думать о будущем сложно. Потому они в некой депрессии. И как бы это плохо ни звучало, некоторые начали пристращаться к спиртному. Фридон верит, что рано или поздно люди начнут возвращаться. Сейчас он работает над тем, чтобы поселку выделили сельхозтехнику, что позволит крестьянам обрабатывать заброшенные и сложенные участки и получать дополнительный доход. Помимо Цахи в Грузии пустеют и другие горные села. Точной статистики нет, но речь идет о десятках малых населенных пунктов. Правительство пытается остановить процесс с помощью специальных государственных программ. Так, жители почти 2000 горных поселков, всего около 300 тысяч человек, пользуются рядом льгот, получают повышенные пенсии и социальные выплаты. И тем не менее остановить отток местного населения не удается. Основные причины – отсутствие постоянных рабочих мест и тяжелые условия труда. Звиат Мчидлишвили, Георгий Чумбуридзе, Цахи, Раджаличхуми, Грузия.